На склонах Шахдага, вдали от человеческого взора, на высоких холмах простираются удивительной красоты альпийские луга. Эти природные ковры, сотканные из моря цветов, на лезгинском языке называются сувар. В лезгинской мифологии альпийские луга считались символом девственной красоты, чистоты и недосягаемости. Народные праздники на лезгинском языке тоже обозначаются словом «сувар». Возлюбленную Шарвели, главного героя одноименного эпоса, также звали Сувар. В 1995 году писатель-журналист Седагет Керимова решила создать в Баку музыкальный ансамбль и назвать его «Сувар» словом, которое ярко отражает в себе все вышеперечисленные понятия. Влюбленная в богатую историю фольклора лезгинского народа, она задалась целью вселить в сердца людей любовь к народной музыке. Итак, весной 1996 года в Баку в Театре юного зрителя состоялся первый концерт инструментального ансамбля «Сувар». Концерт закончился коллективным танцем участников ансамбля, представителей лезгинской общественности и гостей вечера прямо на сцене. С первым же концертом Сувар завоевал народную любовь. По просьбе зрителей ансамбль дал ряд концертов. В бакинских поселках Бинагады, Сахиль, Карачухур, Бузовна, где компактно проживают лезгины, ансамбль встречали восторженно. Одним из самых незабываемых стал концерт ансамбля, состоявшийся в 1998 году в Хачмасе. Народные песни в исполнении Ахмеда Курбанова всегда вызывали восторг у слушателей. Он первым показал пример совместного с залом исполнения любимых песен. Это было первое лезгинское караоке. Роза Гаджимурадова своим приходом привнесла в ансамбль неповторимый колорит старинных лезгинских песен. Настоящую известность выпускнику Азербайджанской государственной консерватории, воспитаннику классической вокальной школы Решаду Ибрагимову принесли песни Седагет Керимовой. Джамилю Залову с красивым и сильным голосом и неповторимым исполнением народных песен зрители полюбили с первого же выступления. Джавахир Абдулова со своим лирическим сопрано стала настоящей находкой для ансамбля. Она оказалась не только талантливой певицей, но и отличной ведущей. Самая молодая исполнительница ансамбля, талантливая вокалистка Эльвина Гейдарова, своей оригинальной манерой исполнения и широким голосовым диапазоном покорила сердца ценителей искусства. Репертуар Сувара за эти годы развивался по двум направлениям – народные песни и композиторские сочинения Седагет Керимовой. Как результат этой кропотливой работы ансамбль выпустил 5 альбомов. Песни Сувара, отличающиеся своим почерком, оригинальностью тематики и профессионализмом, внесли ощутимую лепту в современное песенное искусство лезгин. Ансамблем восстановлены десятки забытых старинных лезгинских мелодий. С ростом славы ансамбля появилась необходимость в танцевальных номерах. Тогда было принято решение создать при ансамбле свою школу танцев. Школа стала функционировать в 2002 году. В нее записались молодые люди, желающие научиться грамотно и красиво танцевать. Однако работа хореографов долго не давала результата, до тех пор, пока за дело не взялся ветеран азербайджанского государственного ансамбля танца Зейнал Джигерханов. С его приходом в школе появилось заметное оживление. Наконец, совместными усилиями художественного руководителя ансамбля и хореографа была выбрана первая танцевальная группа для ансамбля «Сувар». В 2006 году в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошел юбилейный концерт, посвященный десятилетию ансамбля. Песни в исполнении Джавахира Абдуловой, Рашада Ибрагимова, Руслана Первердиева и Эльвины Гейдаровой зрители встретили бурными овациями. На этом концерте впервые была представлена танцевальная программа. Ценители искусства по достоинству оценили танцы «Молодость», «Джигиты», «У родника», «Встреча» в постановке Зейнала Джигерханова,
Полюбились также танцы, созданные Седагет Керимовой на фольклорной основе, отличающиеся тонким юмором. Это были танцы старушки, бабочки, дем, лебеди. С приходом в ансамбль хореографа Гюльнары Байрамовой, ветерана азербайджанского государственного ансамбля танца, у школы танцев «Сувар» словно открылось второе дыхание. Ансамбль в последние годы также сотрудничает с талантливым хореографом, бывшим солистом всемирно известного ансамбля «Лезгинка» Русланом Токбулатовым. Сейчас репертуар «Сувара», наряду с самобытными песнями, также украшает интересные танцевальные номера. Каждая встреча солистов «Сувара» превращается в настоящий праздник. Солисты ансамбля при любых обстоятельствах могут создать настроение праздника. Исполнение старинных песен – излюбленное занятие коллектива. В последние годы Сувар выступал в самых красивых концертных залах города Баку. Это театр песни имени Рашида Бейбутова, Дворец культуры имени Шахрияра, Азербайджанская государственная филармония, Русский драматический театр, Азербайджанский государственный драматический театр. Концерты ансамбля неизменно проходят с аншлагом. Слава ансамбля уже вышла за пределы республики. Его с радостью встречают в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах России. В 2009 году турецкий гостелеканал ТРТ пригласил ансамбль «Сувар» в Анкару. Передача, в которой на примере ансамбля «Сувар» рассказывалось о культуре, традициях и обычаях лезгин, транслировалась в 37 странах мира. Исполненные Ришадом и Эльвиной песни в сопровождении инструментального ансамбля «Сувар» сделали передачу яркой и запоминающейся. На сегодняшний день роль Сувара в пропаганде лезгинской культуры неоспорима. Республиканские телеканалы неоднократно показывали передачи, посвященные творческим успехам коллектива. Lezginka dünyanın en iti, en şux ve en oynak rəqslərindendir. Ансамбль может похвастаться своими лезгинскими соловьями Джавахир, Джамилей, Эльвиной, Розой. Заур Мусаев, Афган Джамалуддинов, Эмин Керимов, Эльнур Рагимов добились признания как музыканты, чьими усилиями лезгинская инструментальная музыка поднялась на новый уровень. Ансамбль в последние годы отметился яркими выступлениями на республиканских фестивалях. В 2011 году Сувару было присвоено почетное звание народного коллектива. В том же году ансамбль достойно представил Азербайджан на международном фестивале «Анадолу» в Анкаре, сумев придать фестивалю в Турции кавказский колорит. Сегодня лезгинский ансамбль песни и танца «Сувар» считается одним из показателей культуры и искусства лезгинского народа в Азербайджане. Коллектив объединяет десятки талантливых молодых людей. Это большая семья, влюбленная в обычаи и традиции своего народа. Семья, которая безвозмездно служит искусству и для которой самой большой наградой являются зрительские аплодисменты.